Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня» на ЮА Крым, в студии Георгий Спасокукоцкий. Тема нашей программы – о чем говорили на встрече лидеры Меджлиса крымско-татарского народа с иностранными дипломатами. Наш гость – Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Приветствую вас. Здравствуйте. Очевидно, традиционно поднимались вопросы усиления санкций в связи с аннексией Крыма. Это ежегодная встреча, да, то есть она плановая происходит. Но тот фон, на котором она происходила, то есть скандалы с отравлениями в Британии и так далее, наверное, несколько новую окраску дали этому разговору. О чем же говорили? Да, совершенно верно. Встреча проводится традиционно уже в 8-й раз. Я лично присутствую на 6-й подобной встрече. Это традиционное мероприятие, которое проводит Меджлис ежегодно, а в нынешних условиях оно еще более актуализировалось. Это попытка такого контакта с иностранными представительствами и отражение ситуации во временно оккупированном Крыму. Значит, 3 основных аспекта в этой встрече. Прежде всего, конечно же, ситуация с правами человека. В этот раз были представлены материалы в электронном, печатном виде, связанные с нарушениями прав человека. Это отчеты, которые по тем правонарушениям и нарушениям прав человека, которые были зафиксированы на полуострове. И кроме того, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев предоставил иностранной аудитории очень интересный документ. Я бы не сказала, что он новый. Документ от 2015 года. Это директива ФСБ, вернее письмо, которое они пишут незаконному главе правительства Крыма Сергею Аксенову и рекомендуют определенные действия, направленные на подавление воли крымско-татарского народа и дискредитации его представительных органов. Ну, понятно, что там есть и угрозы, и массовые обыски, и показательные зачистки и так далее, и так далее. Но там есть очень важный такой момент, на который обратил внимание Мустафа Ага. Там рекомендуется стравливать или противопоставлять пророссийски настроенные радикальные организации на территории полуострова. То есть о чем идет речь? Это, по сути, стравливание славянского населения и крымско-татарского. И вот Мустафа Ага в своей речи сказал о том, что я не знаю никакого цивилизованного государства, которое на своей территории провоцировало бы межнациональные конфликты. А в Крыму это реальность. Этот документ сейчас передан адвокату, который представляет интересы Украины в Гаагском суде, и плюс иностранным представителям. Ну и кроме того, следующие 2 вопроса – это изменения в Конституцию Украины, статью 10, касающиеся статуса автономной республики Крым. Несмотря на то, что это, казалось бы, сугубо украинский внутренний вопрос, тем не менее знание и понимание ситуации и мнение иностранных представителей для нас очень важно, потому что эти изменения они будут апробированы на международном уровне. Ну, в частности, в Венецианской комиссии. Да. То есть те изменения, которые будут внесены. Понятно, что всех деталей рассказывать не пришлось. И не было возможности, не было времени, не было работы по самому тексту. Иностранной аудитории, иностранным дипломатам были представлены принципы, которые выработала рабочая группа вот в ходе тех заседаний в течение почти полугода, на которых будут основаны изменения. Там такие изменения, как право крымско-татарского народа на самоопределение, представленность в органах власти, функционирование крымско-татарского языка во всех сферах жизнедеятельности и так далее, и так далее. Ну и третий вопрос, который не мог не подниматься, тем более во встрече принял участие министр иностранных дел Украины Климкин. Это, конечно же, выборы, которые в это воскресенье состоятся в оккупированном Крыму, которые проходят абсолютно незаконно. Меджлис, кстати, призвал крымских татар не голосовать, не участвовать вообще в этих выборах. Совершенно на территории аннексированного полуострова. Да, это была наша принципиальная позиция. Об этой позиции мы заявили задолго до выборов, то есть не только накануне, за 2-3 месяца мы говорили о том, что это событие грядет. Ни в коем случае результаты выборов на территории оккупированного полуострова признаны быть не должны. Они проводятся незаконно. Мы говорили о тех давлениях, которые оказываются на крымских
крымских татар, и не только на крымских татар, в целом на всех крымчан. Там ведь вся линейка репрессий, начиная от административного ресурса, заканчивая прямым запугиванием. Вот. Ну и кроме того, мы считаем, что эти выборы на оккупированной территории, они ставят под сомнение легитимность вообще в целом выборов на территории России, потому что они проводятся с участием территории, которая является незаконно захваченной. Ну, кстати, позавчера Верховный комиссар, представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини сказала, что ЕС не будет признавать результаты российских президентских выборов в оккупированном Крыму. Что это на практике означает? То есть как-то, ну, как это Вообще, будет в идеале, выглядеть, конечно интересно. же, эти бы выборы, которые признавать вовсе. в целом, да, которые, как вы знаете и как все это видят, по сути являются выборами Путина или референдумом по выражению доверия действующему президенту. Даже уже озвучивается цифра, которая якобы должна быть провозглашена, так сказать, примерно 70-80%. Вот, конечно же, очень важна явка, которая бы демонстрировала лояльность населения к действующему сейчас де-факто там руководству, к действующей власти. И в этом контексте важно участие крымских татар, потому что крымские татары это коренной народ Крыма и те жители Крыма, на которых Путин обращает особое внимание. Если вы посмотрите последние пропагандистские фильмы, которые были выданы на гора, и «Миропорядок», 2018 и другие, то там звучат заявления по поводу крымских татар, причем очень лживые. Я была в Крыму, я свидетельница тех событий, и заявления о том, что крымские татары массово шли и голосовали, прозвучавшие из уст российского президента, они просто не соответствуют действительности. У нас в некоторых населенных пунктах просто не открылись участки для голосования, потому что люди не шли, не хотели работать на самих участках, вот, поэтому это все является ложью. Ну, кстати, вот это вот сеяние раздора, традиционная политика, кстати, для Российской империи очень весьма продуктивна, ну, с точки зрения, конечно, насколько можно так говорить про какую-то продуктивность использовалась, а попытаться забить какой-то клин между самими татарами, да, какую-то часть прикормить, сделать такими вот пророссийскими, вот их показывать по телевизору, смотрите, они ходят с портретиками Путина, с иконками, они вот пытается сейчас российская власть что-то такое делать? Конечно же, образом? пытается эти продукты, скажем, или продукты подобной деятельности, они тоже выдаются на гора, и мы можем их наблюдать. Но крымские татары задействованы очень активно в том плане, что важна лояльность и важно массовое участие. Есть две сейчас такие вот более-менее вырисовывающиеся структуры, которые в этом процессе обозначены. Это прежде всего муфтият Крыма и Крымский инженерно-педагогический университет. Проведены показательные совещания, сняты ролики, вот, сделаны заявления, причем заявления, которые не соответствуют действительности, о том, что вот за 3 года или за 3,5 года для нас сделано столько, сколько Украина не сделала. Считается количество километров, показывается та мечеть, которая, кстати, была заложена, и вообще основа которой была заложена Украиной, собственно говоря. Вот. И этот процесс идет очень активно. Но я хочу сказать, что это только вершина айсберга, вершина пропагандистского айсберга. То, что творится внутри, на самом деле совершенно не радужно. Используется давление, используется административный ресурс. Понятно, что к этому процессу подключены бюджетники, которым просто в прямом указательной форме предписано явиться на выборы и голосовать. Используются другие методы давления. Это могут быть студенты, люди, которые работают в околобюджетных сферах. У каждого своя ситуация, и как бы исходя из того, что человек имеет, да, ему предписано или рекомендовано участвовать в выборах. Задействованы дети. Детей призывают делать фотографии: мама, папа, я на выборном участке, и мы радужно голосуем. Вот. И плюс, конечно же, давление. Людей запугивают предприниматели, говорят о том, что, ну, дают понять, что условия будут самыми печальными, если они не будут лояльны к действующей власти. Кроме того, сама власть в Крыму
завозят людей с российского материка для того, чтобы обеспечить массовую явку в день выборов, создать вот эту вот картинку массовости. И это все на фоне того, что сам Крым, население Крыма, оно достаточно сильно изменено. Ну, Знаете, кстати, вот эти вот варианты, которые на выборах уже неоднократно использовались, вот эти карусели да, завозят. автобусы, которые от автобусы участка к завозятся, участку. Да, да, да. Да, это все действуется. Вот, кстати, на встрече, которая проходила с иностранными дипломатами и международными организациями, также была озвучена цифра по замещению населения в Так. Крыму. Что это за цифра? Это население, которое, понятно, что сейчас идет скрытая депортация крымских татар и проукраинских активистов, проукраински настроенных граждан с территории Крыма, но одновременно с материковой России завозится население. И вот цифра называется около миллиона, 800 тысяч миллион. Понятно, что, причем эту цифру озвучивает Мустафа Джемилев, он опирается только на те данные, которые дают российские источники. Вот. Это действительно ужасающая цифра, потому что если брать население Крыма в 2 миллиона, то такое большое количество переселенцев, оно, конечно же, показывает то, что там идет массовая зачистка населения. Сегодня, кстати, такая знаменательная дата. В 1953 году генеральным секретарем ЦК КПСС стал Никита Хрущев. Ну, потом соратники его отправили на пенсию, в конце концов. И в этот же день, в 2004 году, Путин был снова избран на второй срок как президент. И вот именно в этот день, сегодня он появился, посмотрел на Керченский мост. Очевидно, планировалось, что как-то уже к этому времени закончит, и к выборам президента он сможет красиво, так, может, даже и на белом коне, почему бы и нет, пройтись по этому Керченскому мосту. Все вот опять вновь с Россией. Пуповина связала. Но не получилось, так походил, посмотрел потом. Да, да, и ведь сегодня еще один день. Сегодня день числа Пи. Пи. Да, действительно, есть такой день числа Пи, вот именно, потому что, 3 – это третий месяц март, и 1 и 4 – это первые цифры после запятой, которые, 3,14, и до бесконечности. Празднуют, число Пи. Так вот, в контексте вот этого глобального Пи, который сейчас происходит, тема Крыма несколько сейчас как-то подувяла для россиян, и нужно все равно чем-то мобилизировать. Но, во всяком случае, вот такие точки зрения высказывают некоторые британские аналитики в связи с отравлением бывшего сотрудника российского ГРУ, которого убили в Англии. И что, возможно, таким образом хотят подогреть еще российское общество. Вот конфронтация с Англией. Сейчас идет речь о высылке 23 российских дипломатов из Британии и так далее. Какие-то санкции Британия собирает Совет Безопасности ООН вечером. Посмотрим. И посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в своем блоге написала, что с покушением на Скрипалей российская агрессия против Украины расширилась на все мировое сообщество. Отравление Сергея и Юлии Скрипаль вполне укладываются в общую канву российской агрессии, с которой Украина слишком хорошо знакома. В Крыму, на Донбассе и теперь, кажется, и в Солсбери. Россия систематически разрушает основы международного правопорядка. Как вы думаете, для российского общества там просто без врага как-то жизнь совершенно не складывается, тем более перед выборами президента. Но тем не менее все имеет, любое приложение силы, оно имеет какую-то обратную, может обраточка прийти. Как вы думаете, вот вы общались с иностранными дипломатами, сейчас и США, и Британия, и Германия, и Франция будут готовить какие-то общий ответ на то, что произошло. Более того, поднимаются старые дела и Березовского. Кстати, убили же буквально на днях и соратника бывшего Березовского. И опять Великобритания. Да, и в Лондоне даже вот так вот показали, можем у вас укол зонтиком такой сделать, да? Как вы думаете, как это повлияет на вот эту вот ситуацию политическую? Вы знаете, судя по тому, что происходит, и из моих наблюдений за развитием событий, а в данном случае я имею в виду не только выборы президента
в России, все вот эти показательные шаги, которые делаются внутри самой России, в первую очередь те месседжи, которые озвучиваются на внешнюю аудиторию. У меня складывается впечатление, что Россия окончательно хочет разорвать связь с внешним миром и стать врагом для всего окружающего сообщества. Здесь, посмотрите, пропагандистские месседжи, вот те заявления, которые звучат в словах Путина, в фильмах, которые выпускаются, да, ведь они не А только... зачем нам такой мир, в котором Да, не будет вот вот такой красивой России? Да? хотела привести эту фразу. Мне говорят о том, что применение ядерного оружия уничтожит мир, а я подумала, зачем нам такой мир, в котором нет России. Да? Отравление, убийство, причем не на территории России, а извне. Это такие посылы и иностранным государствам, и своим же агентам, которые находятся за пределами страны. Мечение территории, оккупированной в Крыму, такие показательные приобщения к дню, когда Крым был официально присоединен, официально, так сказать, присоединен, голосование Путина в самом Крыму. Это вот еще большее усиление конфронтации и поза врага. Наверное, по мнению российского руководства, наличие внешнего врага, которым считается целый Скажи мир, мне, да, кто твой враг, я скажу, кто ты. консолидирует российское сообщество. Но, к сожалению, все прогнозы, которые звучали, они сбываются. Они сбываются в отношении Крыма, потому что с экономической точки зрения, с политической точки зрения, с точки зрения прав человека, это стало тем, чем говорили. И сбываются в отношении всего мира. Когда звучали выводы о том, что Украиной Путин не ограничится, это будет только первый шаг, мы видим, что теперь врагом стал весь мир. И Ну и всему когда миру он, звучат угрозы. в 2014 году он делал вот эти свои первые шаги, то сегодня, кстати, в Украине отмечается День добровольца. Именно добровольцы в этот день, первые 500 добровольцев пришло в Нацгвардию для того, чтобы дать отпор российской агрессии. Ну, а дальше все мы знаем, что случилось. В студии работал Георгий Спасокукоцкий. В гостях у нас была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАКрым в Фейсбуке. Всего доброго.